Всем привет! Закончил очередную партию ножиков. Так, начнем с этого большого. Он сидит глубоко, плотненько. Ножной кожи, деревянный вкладыш. Так, мусат. Заказчик попросил. Мусат съемный. Вверх и вытаскивается. Такой ножик. Так, ножный. Вот теперь ножик. Это у нас ивенкийский. Сталь Х12МФ. Так, больстер рог лося. И кап клена. Рукоять. ТТХ его немного. 152 миллиметра. По ширине он 22. По толщине он здесь 4 и конусом небольшим. Так, рукоять сама 140 миллиметров. Такой вот заказной. Этот нож не знаю, куда поедет еще. Ну, заказчик вроде сам с Украины. А куда поедет нож, еще не дали адрес. Так, первый. Второй. Это якутский. Ну, ножны все то же самое. Якутский без дола. Х12МФ. Здесь плоскость, здесь спуск. Рукоять кап березы. Закрома вытащил. Так, длина клинка 125 миллиметров. По ширине 25. Ну, по толщине то же самое. 4 с копейками. И немножко конус. Так, и длина рукояти 125 миллиметров. Так, этот ножик едет в Невьянскую область. Невьянск вообще там лидер у нас, у меня по заказам. Так, и третий нож. Это не заказной, это так свободно опять полет. Нож Манси. Ну, попытался сделать Манси. Х12МФ, тоже сталь, кап клена. Здесь плоскость, спуск отсюда. Ну, хотел оставить каванину, но что-то увлекся сильно и сточил все. Зато лучше рез. Так, его длина клинка 140. Шириной он 19, даже 18. Ну, по толщине он где-то 3,5. Так, и рукоять 125 миллиметров. Это я сказал, это не заказной, это экспериментальный, свободный. Так, теперь порезу. Именно якутик. Ну и Манси. Нож оленевода, как его назвать лучше. Так, по дереву. Спуск здесь прямой практически. Ну, такая легкая линзочка есть. Больше прямой, чем линза. Здесь то же самое. Ну, а здесь наоборот получается. Здесь плоскость прям вообще. Ну, тоже строгает, то же самое. Я вообще разницы не почувствовал, если честно. Такие ножички. Ну все, сидят плотненько, глубоко. Это не его. Прям до упора, до конца. Ну все, всем пока.